5 декабря Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк выпустил пресс-релиз по случаю 75-й годовщины Всеобщей декларации прав человека. Однако почему-то продолжающиеся преследования и геноцид в Восточном Туркестане и Палестине были прикрыты двусмысленными, трудными для понимания выражениями, а отказ комиссара Тюрка упомянуть о продолжающихся зверствах вызвал реакцию в международном сообществе. С момента вступления в должность Верховного комиссара ООН по правам человека в ноябре прошлого года НПО Восточного Туркестана и международные правозащитные организации обвиняют Тюрка в том, что он дистанцируется от уйгурского вопроса, а теперь и от проблемы Газы. Оккупационное китайское правительство открыло для движения 4-е шоссе, проходящее через Теклимакан, одну из крупнейших пустынь в мире. Согласно информации на сайте китайской пропагандистской сети Танрыда, с 1 декабря началось движение по шоссе Тумшук-Кунью, 4-й автомагистрали в Восточном Туркестане общей протяженностью около 276 километров и пересекающей пустыню Теклимакан. Согласно информации, автомобильная дорога Тумшук-Кунью находится в городе Тумшук, города Яркент, древнем городе Кашгар, который напрямую связан с коммунистической партии Китая. Предположительно, Бинтуани был связан с индианским производственно-строительным корпусом 14-й пехотной дивизии города Кунью-Бинтуань. Италия – единственная страна G7, включенная в китайскую инициативу «Один пояс, один путь», который называется «Современный шелковый путь», решила выйти из проекта. Правое коалиционное правительство во главе с Джорджией Мелони сообщило о своем выходе из китайской инициативы «Один пояс, один путь» в официальном письме, направленном в посольство Китая в Риме. В ноте, о которой идет речь, говорилось, что Италия передала Китаю, что не будет расширять свое присутствие в этой инициативе. Вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни заявил: «Шелковый путь не является нашим приоритетом. Мы увидели, что он не дает желаемых результатов. Те, кто сосредоточились на других проектах, получили лучшие результаты», — сказал он. В то время как фашистский Китай подвергается резкой критике со стороны международного сообщества в результате его систематической геноцидальной политики в Восточном Туркестане под предлогом приспособления религии ислама к китайскому социализму, китайский режим, считавший притеснение и религиозные ограничения мусульман недостаточными, пытается прикрыть преследование мусульман, организовав специальную конференцию и фотовыставку, посвященную политике китаизации религии под руководством Пекинского муниципального комитета Китайского политического консультативного совета. По данным China News Net, Пекинский муниципальный комитет политического консультативного совета Китая провел 4 декабря в Пекине выставку культуры и искусства под названием «Симпозиум по истории и архитектуре Пекина по китаизации религий» в качестве параллельного мероприятия. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые находятся в Пекине для участия в экономическом диалоге высокого уровня между Китаем и ЕС. Си Цзиньпин заявил, что Китай готов сделать Европейский Союз важным экономическим и торговым партнером и сотрудничать в области науки и технологий, включая искусственный интеллект. Ранее на этой неделе европейский чиновник заявил журналистам в Брюсселе, что не существует единого результата, который увенчал бы саммит, и сказал, что не будет никакого совместного заявления. Казахстан запретил действия родственников казахов, которые были брошены китайской администрацией в концлагерь в Восточном Туркестане без каких-либо преступлений. 4 декабря 2023 года администрация помешала родственникам граждан Казахстана, которые были заключены Китаем в тюрьму в Восточном Туркестане без каких-либо преступлений и до сих пор не получили известий, провести акцию протеста перед консульством КНР в Алматы.